2019 года. Сцена Камаловского театра. Это последний большой сольный концерт Зули Камаловой в Казани. Она бывала здесь редко, но каждый приезд становился настоящим культурным событием. Зуля Камалова родилась в татарской семье в Сарапуле. В детстве стала увлекаться музыкой. Будучи студенткой, 30 лет назад переехала в Австралию. Первый альбом записала в 1997 году. Туда вошли песни на разных языках. Для татарского слушателя Зуля Камалова открыла альтернативную татарскую музыку. Зуля Камалова – это, конечно, явление для татарской музыки. И она смогла в своем творчестве соединить и исконные татарские традиции, мотивы, мун, которым мы так гордимся, и соединить его с мировой музыкой. Ее песни в свое время, конечно, это ассоциировались как символ свободы, наверное, символ смелости, потому что взять традиционные татарские песни и подать в совсем ином варианте, для этого, конечно, смелость нужна. Зуля Камалова в Австралии становилась певицей года, лучшей исполнительницей в жанре World Music. В ее копилке немало музыкальных наград. В 2012 ей присвоили звание заслуженной артистки Татарстана. Обладала безупречным вкусом, была полна вдохновляющих идей. Всегда проста, деликатна и интеллигентна, без капли звездности. Такой вспоминают ее коллеги. Саида Мухамедянова выступала с ней на концерте в Камаловском. Я наблюдала за ней, как она работает с музыкантами, как она исполняет каждую песню, как она ведет себя на сцене. Она очень свободолюбивый человек, умеет видеть во всем красоту. Очень важно, что она не боится преподносить именно в своем видении каждую песню, даже самую знакомую. Зульфия Камалова, наоборот, глубоко знала татарскую песню, татарский язык, но понимая, что она поет для другой аудитории, умела вот эту истинную татарскую песню переложить и объяснить другому иноязычному зрителю. Весть о болезни Зули Камаловой шокировала. О борьбе с раком она сообщила в начале августа в свой 55-летний юбилей. Соотечественники организовали сбор средств. Благодарна всем тем, кто помог Зуле осознать, что ее любят. Потому что, когда пришла эта новость, что вот она борется с болезнью, в течение буквально 2-3 дней вся необходимая сумма была собрана. Она жила творчеством. Это то, что давало ей силы. В своем посте в соцсетях Зуля Камалова написала: «В эти дни разрываюсь между надеждой и отчаянием. Стараюсь сосредоточиться на радости и воспоминаниях о хорошем. Я люблю вас», — написала Зуля. Это оказалось ее последним обращением к своим слушателям. Вероника Гайнудинова, Наиль Абдуллин, ТНВ, Казань.